Уважаемые жители республики, добрый вечер. Сегодня нахожусь в Корткеросском районе, и об этом расскажу чуть позже. А сначала несколько цифр и эпидситуации. Сегодня в республике лабораторно подтверждено 2437 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за минувшие сутки составил 85 человек. Ну, как обычно говорю, что прирост у нас это Воркута и Усинск, это львиная доля, 77 случаев из 85. Под медицинским наблюдением 1873 человека, выздоровело 1048 человек и за последние сутки 22 человека. Как я уже сказал, сегодня я весь день провел в Корткеросском районе, в селе Мордино. Я познакомился с работой предприятия «Формат Лес». Обсудили актуальную для лесозаготовителей республики проблему – это утилизация отходов производства и перспективы развития цехов по производству пеллетов и брикетов. Безусловно, это потребует перевода котельных, потому что самое главное здесь не просто произвести, а еще и наладить сбыт. Соответственно, котельные, которые сегодня работают на угле и мазуте, должны будут перейти на использование биотоплива. Но это, в свою очередь, открывает дополнительные возможности для развития предприятий лесной отрасли. Посетил врачебную амбулаторию в Мордино. Здесь непростая ситуация. Здание амбулатории сгорело в феврале 2019 года, и с тех пор амбулатория располагается в администрации сельского поселения. Понятно, что это приспособленные условия, нет нормальных условий для учреждения здравоохранения, сложно с кадровым укомплектованием, в селе нет терапевта. Между тем, амбулатория обслуживает почти 1500 человек, и вот решать вопрос по новому зданию амбулатории мы сегодня обсудили, будем через федеральную программу, это модернизация первичного звена. Сегодня дал поручение администрации сельского поселения определиться с земельным участком для строительства новой амбулатории, а Министерству здравоохранения республики решить кадровые вопросы. Сегодня также встретился с руководителями сельхозпредприятий района, обсудили вопросы развития отрасли, прозвучали предложения по совершенствованию системы субсидирования на молоко, комбикорма, ну и также затраты на проведение мелиорации. Вновь обсуждали вопрос по подготовке кадров для села и предоставление жилья для молодых специалистов. Все озвученные предложения не новые, мы их уже прорабатывали, поэтому просто сегодня еще раз их обсудили в части вот того, что мы их берем в комплексную программу. Сегодня я посмотрел, как в Корткеросском районе реализован новый модельный стандарт библиотек. Условия действительно созданы прекрасные, и мы будем дальше развивать отрасль культуры вот по развитию таких модельных стандартов. В следующем году в рамках нацпроекта «Культура» в селе Старожевск Корткеросского района начнем строительство социокультурного центра. Там зрительный зал будет на 150 мест. Хорошая новость. Стали известны победители второго конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2020 году. И среди победителей 16 проектов из Республики Коми. Некоммерческие организации республики получат более 13 миллионов рублей. Средства пойдут на реализацию проектов по развитию институтов гражданского общества, по сохранению исторической памяти, а также на проекты в сфере социального обслуживания, защиты граждан, в сфере науки, образования, в области культуры и пропаганды здорового образа жизни. Уважаемые жители республики, это все, что я сегодня хотел вам рассказать. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.